И снова доброе утро, и снова здравствуйте. Продолжаем говорить о лидерстве. И, конечно, не могли не позвать в гости тех людей, которые являются лидерами в своей области. У нас в гостях хореограф Имана Васивара. Вместе с ней очаровательные, маленькие и в то же время очень талантливые девушки, я не побоюсь этого сказать, даже Салима, Дильназ и Сабина. Танец они покажут немного позже, пока вот вопрос к вам. Сивара, скажите, пожалуйста, как проявляют себя дети вот в самом раннем возрасте? Как определить лидера среди них? Ну, как бы детки занимаются с удовольствием, да, приходят, на занятия проходят в игровой форме для малышей. И как бы среди вот этого всей обстановки в игре можно уже определить, да, как бы есть кто стесняется, есть кто уже там лидер во всем, уже первый он побежал, первое место занял, ну, как бы вот так вот. Ну, конечно, те дети, у которых есть талант, и они сразу, выделяются среди общей группы. Ну, как бы вот Салима, это наша солистка маленькая, ей 4 года, и она уже вот с пиалками у нас танцует. Ага, скажите, пожалуйста, а вот говорят, лидеры, они все-таки неугомонные, их трудно усадить на месте. Как вы с этим справляетесь? Мешает ли это вообще для дела? Нет, для дела это вообще не мешает. Вообще не мешает. Не мешает. Ну, как бы, да, они очень активные, они хотят везде успеть, они хотят во всех танцах выступать, занять везде первые места, как бы, ставишь во вторую линию, они расстраиваются. Но мы этим самым, когда детей ставим во вторую линию, в третью линию, чтобы они, как бы, еще лучше занимались, среди всех остальных детей уже, да, появляется, как бы, у них идет как соревнование уже. Ну, и еще вот такой вопрос. Какие лидерские качества воспитывает в детях ваши занятия? Во-первых, это самодисциплина, да, детки после школы, если там некоторые там отдыхают, играют, они уже приходят, делают заранее уроки, знают, потому что как бы все родители ставят условие, что если вы ходите на танцы, вы обязательно должны вначале сделать уроки. Много репетиций пропускается из-за школы, да, как бы я сама раньше танцевала и тоже так же было. Сделала уроки, пошла на танцы. Это вот первое, да, они как бы в школе подтягиваются. Второе, они занимаются, приводят себя в форму. Постоянно они держат себя в форме. Занятия 3 раза в неделю. Они стараются их не пропускать. И получается, когда они изучают танцы, они тоже знакомятся с каждой культурой и прививают это, да, как знание. Ну что ж, и вот вопрос очаровательной солистки. Салима, скажи, пожалуйста, кем ты будешь в будущем? Я буду доктором. Доктором? Ну что ж, надеемся, что танцы будут тебе обязательно помогут в будущей профессии. А сейчас вот хотелось бы насладиться тем, что специально для сегодняшнего эфира девочки подготовили.
Браво, Браво, браво. Салима, Дильназ и Сабина, вам спасибо за танец. И, конечно, нужно отдельной строкой отметить хореографа, который ответил на все наши вопросы и привел этих очаровательных, юных и талантливых в нашу студию. Спасибо вам, Сивара, за то, что пришли в гости. Приходите еще обязательно. Ну и обращаемся ко всем телезрителям. Утро Лайв продолжается, поэтому никуда ни в коем случае не уходите.